Разрушен и забыт. Такова нынешняя судьба Дома культуры СФТИ, расположенного в Синопе. Стены изрисованные надписями, крыши нет, кругом заросли. Внутрь лучше не заходить, там настоящая свалка. От былого советского величия остались только высокие колонны. Здание в стиле сталинский ампир давно пришло в упадок. Вместо сцены, кинозала, библиотеки и кабинетов – развалины. От нанесенных во время Отечественной войны народа Абхазии ран Дом культуры так и не оправился. Построенный в советские годы, объект долгое время был центром притяжения города. В 1952 году здесь выступал Владимир Высоцкий, приехавший в Абхазию на киносъемки. На сцену Дома культуры выходили известные поэты, писатели, актеры и музыканты. Здесь показывали фильмы, ставили спектакли, читали лекции. Молодежь собиралась на танцевальные вечера, а дети занимались в кружках и секциях. Заслуженная артистка Абхазии Нина Балаева, будучи школьницей, посещала расположенный в ДК молодежный театр «Ровесник». Она поделилась своими воспоминаниями о детстве, частью которого был Советский дом культуры. Занимались бальными танцами, секция была. По-моему, секция туризма была, такого не автомобильного, не какого пешего, да, вот. Я помню, вот всяческие, конечно, походы и потом выставки, да, потому что, конечно же, кто-то снимал, само собой. Фотоклуб был, показывали какое-то, не массовое кино, да, собирали какую только возможную информацию, да, о создателях. В рамках этого же киноклуба, конечно, и всякие кинозвезды приглашались, выступали. Я помню, допустим, Барбара Брыльска приезжала, и нигде она не выступала, кроме этого киноклуба. Эта яркая, насыщенная жизнь давно канула в небытие. Когда мы начали выяснять послевоенную судьбу Дома культуры, обнаружилось, что объект не числится ни на балансе администрации, ни на балансе Министерства культуры. Хотя здание внесено в список вновь выявленных объектов историко-культурного наследия. Был добавлен туда после принятия указом президента основного списка, это после 2015 года. Вот его мы включили. Пока еще он не имеет статуса объекта историко-культурного наследия, который находится в основном списке. Однако в соответствии с законодательством, статья 5 об историко-культурном наследии гласит о том, что вновь выявленные объекты тоже имеют такую же силу, как и объекты в государственном списке историко-культурного наследия. Объекты историко-культурного наследия, они не обязательно, что все они находятся на балансе Министерства культуры. То есть они могут быть на балансе администрации, других ведомств. Информации на самом деле пока мало. По этим объектам не проводилась экспертиза, хотя у нас экспертиза, она обязательна для всех объектов, однако регламент экспертизы до сих пор не принят. Следом мы обратились в Государственный комитет по управлению госимуществом и приватизации. Председатель комитета Беслан Кубрава объяснил нам, что объект был признан подлежащим приватизации. Сегодня он находится в частной собственности, однако с 2007 года хозяин здания не занимается его восстановлением. Это здание находится в неприглядном состоянии, оно не функционирует по своему назначению. Поэтому в 2007 году решением правительства, а потом решением парламента этот объект признан как объект, подлежащий приватизации. В соответствии с этими решениями была осуществлена приватизация данного объекта гражданами нашей страны, гражданином нашей страны. Соответствующий договор о приватизации 2007 года имеется. Те условия приватизации тогда были выполнены, соответствующие суммы государству были внесены. По словам Кубрава, в республике немало объектов, которые по условиям приватизации или аренды не восстановлены в полном объеме. Это, естественно, влияет на внешний облик, на наш имидж и вообще на экономические показатели республики. Есть соответствующее поручение президента, вы знаете об этом, я неоднократно по этому вопросу давал интервью. Мы повседневно занимаемся этими объектами, но ситуация сложная. Это связано, естественно, восстановление объектов связано с определенными капитальными вложениями, финансовыми ресурсами, которых у
тех лиц, которые приватизировали объекты, к сожалению, отсутствуют. Мы находимся в контакте с нашими гражданами или фирмами, которые приватизировали эти объекты. У них свои объяснения, у нас свои доводы. Но это наша повседневная работа. Где-то у нас получается, где-то у нас у них не получается, где-то мы не находим пока взаимопонимания. Хотя все признают, что да, надо восстанавливать. В советские годы в столице функционировали аж 3 дома культуры. Помимо ДК СФТИ, печальная судьба постигла и Дворец культуры железнодорожников, расположенный напротив вокзала. 3-й дом культуры сегодня является Государственным музеем боевой славы имени Арзенба. В СССР были созданы сотни и тысячи таких учреждений. Даже в маленьких селах строились клубы. Однако с развалом Союза рухнула сама система просветительской работы с населением. Насколько сегодня востребован пласт культуры той эпохи? Отсутствие Дворца культуры до сих пор, оно, наверное, обусловлено тем, что на территории города Сухуми имеются такие объекты, как драматический театр, Русдрам, Абхазская государственная филармония, но они занимают как бы свое место, у них свое направление, а Дворец культуры, как известно, это совсем другое. Конечно, в наших мечтах это до 300 мест зрительских, наличие вот такого зала хорошего с наличием кулис, гардеробных, помещений для занятий вокалом, хореографией и так далее, и так далее. Но это в наших мечтах, мы думаем, что мечты сбудутся когда-то. Жизнь человека не ограничивается домом и работой. Детям и взрослым требуется место для отдыха и саморазвития. В этом смысле дворцы культуры были уникальным явлением. Они отвечали за развлекательную и просветительскую деятельность. Вы знаете прекрасно, насколько это важно, наличие такого здания, такого объекта, потому что если взять наши подведомственные школы, их у нас всего 5, то есть 2 музыкальные школы, 2 школы искусств и 1 художественная школа. Они в себя включают почти до 1000 наших детей, которые получают дополнительное образование здесь, в городе Сухум. Хочу сказать, что художественная школа наша вообще находится не в своем здании. То есть их приютили, и как бы они находятся там тоже, ну, как бы временно, получается. Если бы у нас в городе Сухум был свой дворец культуры, то там могли бы заниматься как и хореографические коллективы наши, так и фольклорные, так и вокально-инструментальные. Разные направления у нас сегодня имеются вот в школах искусств, но, к сожалению, пока нам приходится ждать и надеяться, что это в скором времени будет. Сегодня столичные дворцы культуры выглядят так. Развалины, следы от снарядов, заросли травы и горы мусора. От них, как от советской эпохи, остались только обломки. Эсма Голанзе, Константин Парулуа, Камила Джопо, Абхазское телевидение.